Мужчина намного умнее, чем женщина, Азалия. Это неправда. Как это неправда? Доказано, что женщина умнее в основном. А почему тогда самые лучшие врачи, самые лучшие повара, самые лучшие учителя, самые лучшие руководители? Почему мужчины тогда? С чего ты взяла? Много женщин на руководящих должностях. Ну, много, но лучших результатов всегда мужчины добиваются. Тебе так кажется, потому что ты так думаешь из-за ученых. Потому что женщинам не было доступно образование. Вот прикинь, мужчины обучались почти 1000 лет, а женщины только последние 150, допустим, даже 100 лет. И что, люди должны сразу, типа, и люди говорят, ну, мужчины умнее, да, они просто образование дольше получали. Женщины, которые скрытно под именами своих мужей выпускали какие-то изобретения, так и умерли, не оставшись в истории. Вот. И поэтому многие женщины выпускались под мужскими именами, под именами своих мужей. Ой, мне так нравятся твои разговоры, когда я тоже так же прямо считаю, прямо. Это мне очень нравится. То, Скажи, что мама, ты... секунду назад. Но мужчины же умнее женщин. Нет, ну, потому что действительно я так считала. Потому что они везде первые же. Мы сейчас, с чего вообще разговор у нас начался, доктор? Сейчас сидим, значит, с Азалией обсуждаем мужиков с накачанными попами. С чего мы это начали обсуждать? Я пошла на тренировки, это фитнес-клуб Азалия, где она занимается с тренером, снять пару вайнов. Захожу я, значит, в этот фитнес-клуб и офигеваю. Там столько мужиков с накачанными, сочными, красивыми попами. Сейчас, наверное, меня захейтят, скажут, какого черта при своей малолетней дочери обсуждаете попы мужчин. Ну, а что такого-то? Это часть тела. Женщин с такими попами мало. Вообще единицы. И я такая думаю, а почему так говорю? Какого черта у этих мужиков такие красивые, округлые попы? У всех тренеров такие смаченные, значит, такие, вот такие прямо аж выпуклые, да? А женщина Бахардар ходит с плоскими попами. И Азалия говорю так, а Азалия говорит, что ты сказала, ты это было уже? Мужчинам намного легче накачаться, чем женщинам. Они быстрее набирают мышечную массу. Почему? Ну, потому что по природе так заложено. Вот. Женщины, наоборот, обычно как будто более жирком, так и так далее, потому что... А почему женщины быстрее толстеют? Вот это расскажи. Я не знала, впервые услышала. Потому что рожать надо будет. И когда мы беременеем, ребенку же нужны питательные вещества, мы набираем вес. Исследования показали, говорит Азалия, что мужчина быстрее намного и намного эффективнее, делает себе фигуру, чем женщины. Вот это вообще капец, обидно, да? Согласитесь, обидно же. Какого черта природа так заложила? Какого черта? А природа, значит, заложила женщину, чтобы она могла быстро толстеть, чтобы, видите ли, мы сейчас, подождите. Чтобы вынашивать ребенка нам легче было. Сейчас руку помою. Вы бы видели у этих фитнес-тренеров попы. Я просто в шоке была. Я никогда у женщин таких поп не видела. Они, знаете, вот такие прямо кругленькие, вот такие. Представляете? Такие прямо, как в мультиках. Прям такие сочные, такие. Я офигела. Они, значит, еще таких каких-то лосинах, фитнес-тренера, там два фитнес-тренера было, да. Они такие прям в обтягивающих таких лосинах, да. Вот таких прям, чтобы прям все, да. И они вот так стоят. Вот смотрите, я, значит, стою. Вот, смотрите, пол. Шаг, доска. Шаг. Видали? Вот, что? Это что такое? Вот это что такое? Чтобы мне вот из этого сделать хотя бы вот чуть-чуть, вот так, как этот какой-то помидорчик, да, меня надо будет 2 года. Хоть вообще не ходи в этот зал, бляха-муха. Увидишь мужиков, блин, со своими попами, блин, и тонкими талиями. И обидно становится. Тут ты занимаешься, работаешь, и нифига, блин, толком. Ни попы, ни талии. Кстати, у меня же талия появилась. Прикиньте, я вообще очень долгое время думала, что у меня талии вообще не существует. Она, оказывается, есть. Прикиньте, есть, оказывается. Это просто очень интересно. Так, короче, дорогие друзья, закрываем тему попы. Всем, наверное, надоели мои разговоры про попу. Мы делаем тесто. С утра пораньше на
пирожочки. Короче, как всегда, рецепт теста очень простой. Что нашла в холодильнике прокисшее, то и положила. Ой, боже, какой запах. Прямо у меня такое ощущение, что как будто тесто живое, понимаете? Вообще обожаю тесто и все, что связано с ним. Вот из-за этого я и растолстела, из-за того, что я любила мучные изделия. Меня заставляют делать пирожки, которые я не хотел делать. Как пельмешки вот эти. Это пельме, это пельмошки. И как вот сюда вот ложить картошку мне скажи-ка? Вот такую маленькую. На, А. что я лагну, да? На, что ты поняла? О, И пельмень. Это вареник было инде? это не вареники, это жареные пирожки. Жареные вареники. Жареные вареники. Вот такие жареные вареники мы делаем, друзья. Фу, опять, пошел ты с мамой. Вот это, опять, на караме не искала. Алтына мисал ба? Yok, ben aldım. Kupalan tu. Я меня не навеки. Виса был утром, что ли? Как мне? Алла. Да. Пирожки сейчас утром. Пирожки что утром. Умеешь, bilmem bir şey bilen de mi? Bilmem, я не лепил никогда. Hani mi yapıyor? Пельмени. Bilmem. Bir de bilmem ki etmez. Ну, bilmem ne ben de делал. Bilmem başkorsa. Может быть, это. Bir de şey de bilmem de. Bakın galetsin de yoksa tutacağım. Bu kızını gidip düzlemesi sitten belki yine kitaplarına işte. O da halar Güzelmeden. Bu вообще постный тесто. Да, кефир, чуть-чуть, bir калаккан сметана и все. Очень интересно. Точно жареный вареник было. Машина юга оргера какие? А? Ну если игры по. Кстати, Духар, я вот не ожидала, что моя машинка будет такая грязная. Я думала, если у меня будет машинка, я буду, эсин ялап, юриттерга пылесосить, тазалап. А в итоге у меня самая грязная внутри машина оказалась. А мен когда мына егеттердің машинасына отырғанда, мына Найылдың или Азаматтың машинасына отырғанда всегда еще ругал. Неме бете машина бысырақ деп тұрғанмын. Қазір өзіңнің машинаң бысырақ ең башы. Вот именно. Вот, пока өзіңнің машинаң болмайса аңдамайсың екен. Конечно, я когда это пошел, я тоже до того, конечно, машин не было, я на других тоже так смотрела и думал, вот я свою только облизывать буду. Вот мен де шулай деп ойлағайным, прикинь.
А потом вообще не до этого. Да Вот ездишь такой, да ну Мне нафиг. тоже ездить шап-шоп, ты да как выстрахивает. Итак, дорогие друзья, вот посмотрите, свеженькая продукция бренда Легко уже поступила в продажу. Вот, самый главный наш фаворит, это коллаген, очень полезный для женщин, для суставов. Не только для женщин вообще-то, и для мужиков тоже. Она была вообще коллаген и из-за этого у него и волосы кудрится, и мыга мотор, между прочим. А из-за этого у него очень рыжая и красивая борода. И тырнактары тоже нахайвятуся. Да, вон, видите, уже выросли. Вот Недавно видите, стриг только. вообще только кыргыптар көрмей тырнактары. Дупершатры усялягит, все из-за того, что он пьет вот этот вот коллаген. Если быть честным, действительно, девчонки, употребляйте коллаген уже сейчас. Вообще надо употреблять уже после 20 лет. Не запускайте себя. Почему? Потому что я вот уже скоро ложусь на операцию, да. И вот первое, что врачи говорят, мне говорят, надо было заботиться о своей коже уже начинать в 20-25. А я начала заботиться о своей коже только в 45. Представляете, я запустила. Поэтому, чтобы не запускать процесс старения, чтобы быстро не стареть, девчонки, очень советую пить коллаген. Тем более нашего бренда Легко. Легко быть здоровым. Да, вот вы сказали, у вас фаворит коллагена. У меня фаворит черный тмин. Да, почему? Потому что он является мультивитамином. Здесь очень много витаминов собрано, мультивитамины, минералы. То есть он называется черный тмин, но по факту там витамины группы В, фолиевая кислота там есть, разные минералы. То есть как бы, это достаточно, как говорится, черный тмин, лечение от всех болезней, кроме смерти. Да, черный тмин очень полезный. И особенно, доктор, для мужчин. Более того, из-за того, что он из Эфиопии, считается самым-самым крутым. То есть у нас в целом зерна, они как раз эфиопские. И они находятся в капсулах, принимать легче. Как бы одну-две капсулы принял, и уже вот чувствуется эффект. Вы сами в прошлый раз помните, там выпили, и такой прям... Жигло, да, а здесь как бы ты принимаешь, и вообще здесь- проблем нет. Да. Ну, лично у меня фаворит, на самом деле, кыст вот на данный момент, именно на данный, почему? Потому что сейчас вирусы, да, то есть и кыст это вот природный антибиотик, и когда ты чувствуешь, что ты начинаешь заболевать, ты принимаешь этот кыст, да, и в принципе все это проходит. И здесь такая же ситуация, помню, когда я еще в студенчестве был, меня тоже говорили, да, там кыст принимай, и такой берешь этот порошок, его нюхаешь, да, какой там в рот класть, когда там нюхаешь плохо. А здесь тоже как бы капсулу ты принимаешь просто, и в целом как бы удобно. Поэтому... Легко принимать, легко быть здоровым, тем более, доктор, сейчас начинается зима. Укрепляйте свой иммунитет. Между прочим, вот этот черный тмин, я слышала даже этот при клиниксе помогает. Так что, девчонки, говорят, будьте в всего. курсе. Да. Это все, съемки закончились, это не надо? А? Не надо? Ну, по сути, все, да? По сути, да. Тогда меня вот этот коллаген, я коробку забираю домой. Вы куда он столько? Вы прям конкретно решили кожу свою подтянуть, да? так? Я в смысле, менем тугандары я буду дарить, и подписчикам буду дарить тоже. А тмин, например, вот мы... Тмин тоже, кстати, Вот вот. это ИГГ тмин. Нет, давай целую коробку. Рамина Вера. Что, не мекей, давай целую коробку, менем тугандарым, купта. Вот вы там всему Абзелилскому району раздадите. Да? В итоге как с костюмами, короче, да. Мы, походу, всю эту продукцию раздаем. Это не вся тмин. продукция, у нас на складе это все хранится, просто мы сюда Да. пару коробок. Короче, я вот этот черный тмин. У нас же еще коллаген. синол есть. Про синол Синол. мы вообще забыли. Еще А, кстати, меня синол керек. Меня олы родственниктарға синол керек. У пожилых всегда проблема, Нейман, со стулом. У меня тоже проблема со Меж стулом. по- Еще меня коробку синола. Давайте, Хабулар, не ошибайтесь. У вас это, заборов нету? У вас- Нет, А, но не нету? так. У вас же сидячая работа. У кого сидячая работа, у всех у них запоры. У вас нет запоров? Мало сидим. Мало сидите? Недостаточно, да. Ага. Ну Не, тогда... ребят, это не так, Межпа. Надо вот так вот сказать, ребят, хотите очиститься? А, Ну, то есть да. хотите быть чистыми? Да, он же не только синол, между прочим, этот, как там, от запоров помогает, но он еще корттарды сыгара, всяких червячков, которые отравляют ваш организм. Представляете, вот у вас там в кишке какие-то червячки ходят. Такие... Чё, где? Чё взять? Да, папа, вот это. Всё, забираю. Ага, забираю. А вообще, я вам советую черный имбирь пить. Ну, короче, вы поняли. Ну, вот это. Нормально. Это правда. Да верю. Нет, это правда. Вообще, Верю. для мужиков это очень важно же. Пить надо его. Будете, как, знаете, как у 20-летних. 20 лет. Помните себя, наверное? Помните себя? Было дело. Да. А сейчас, чем старше становишься, мужики, у них тем слабее. Сами же знаете. И еще раз, доктор, напоминаю, что в этих баночках будут спрятаны золотые монетки. Вот такие вот. Они с кодом, со штрих-кодом, прикиньте. И их надо будет, что надо? Отсканировать, да? Отсканировать, штрих-код? Отсканировать, зарегистрироваться. И, возможно, именно вы получите очень ценный приз. iPhone, холодильник, стиральная машина, микроволновка. Телевизор. И много других. 5
5 суперпризов и еще много других призов. Так что, Достар, ищите именно в нашей продукции в баночках золотые монетки. Да, и монеты, они не в каждой, получается, коробочке. То Да, есть, сейчас если вы... подумают, что это Да. монетка. Нет, Да, тут да. так. И если вы купили и нашли монетку, то это означает, что вы что-то выиграли. И вот надо будет как раз по QR-коду пройти и узнать, что это. То есть это iPhone ли, телевизор ли, холодильник Монетка ли. просто Да. так не будет лежать, короче. Да. То есть это не так, что вы там монетки нашли, да, и там какой-то еще там дополнительный какой-то конкурс есть. Нет, если вы нашли, это означает, что уже есть приз. Но какой, надо узнать через уже QR-код. Наилдің бәпәйе, битін күрһәтмәгір, үттіе. А был менің детище, бәпәйе, продукция оздоровительная нашего бренда «Легко». Это наше детище же, Наиль, 100%. Да. Между прочим, очень качественная продукция, потому что мы дорожим своим авторитетом и своей репутацией, доктор. Прежде всего, мы ставим на первое место качество. Шуны были Продукция определяется чем? Знаете? чем? Отзывами. Отзывами? Да. У нас пока отзывов нету. Плохих отзывов нет, самых плохих. Да. Есть У нас вообще отзывов нет, потому что это только на рынок вышли, доктор. Но у Наиля, Наиль очень амбициозный. Он хочет даже вытеснить атомы. Атоми, фармаси, да. А сей меня как раз и шей атомила. А сей я пускай переходит в продукцию. Наиль. Ну, у меня же мама сетевик со стажем, между прочим, доктор. Представляете, она стояла у истоков Арифлейм. Прикиньте, сколько лет. Да, сколько лет она занимается сетевым маркетингом. Прикиньте, она ветеран, между прочим. И она про витамины, про оздоровительные вот эти БАДы знает абсолютно все. Все она знает. Надо амбассадором быть. Вообще ее надо консультантом нам взять. Да. Так что, Асей, Курхан был старта, Бедхина Шкалова. Будешь нашим этим консультантом. Потому что в атоме скоро нечего будет делать. Да, был коробка коллагендарды и еще черный тминды мен алдым тугандарыма. Буду как вот свои костюмы раздаривать всем. Пускай мои родственники оздоравливаются. И вам тоже рекомендую оздоравливаться нашей продукцией. А подожди, а что ты заказал-то, Альберт? А что ты заказал-то вообще? Роллы заказал, да, и пиццу заказал. Пиццу Брогном. 3. А, молодец, все. Короче, я Альберта попросила, чтобы он заказал суши и роллы и пиццу для наших гостей, которые поселились в нашем Афреме, сняли на 2 дня. Почему, доктор? Для них я заказала, потому что узнала, что они приехали вообще с Миякинского района. Представляете, мы? С Миякинского района. И прямо специально сняли наш домик. Типа вот башкирский домохозяйканың Афреймда туктаях, типа, тұрып, не снимать, да. И прям меня так как сказать, ну, приятно так стало. И я решила тоже им сделать приятное. Вот. Я вообще люблю делать подарки, приятные вещи. Я не знаю, психологи, конечно, говорят, типа, кто вот делает много подарков, это типа что-то не то, ненормально. Я, конечно, не знаю, я считаю это нормальным, а что? Эй! Психологтарға шанхан, что-то я раскровила ногу. Психологтарға шанхан, они, блин, такое откопают, такое напридумают, блин, иногда вот хоть стой, хоть падай, блин, просто шокируешь. Откуда они это все берут, блин? Если много ржешь, громко говоришь, то у тебя какое-то отклонение, опять-таки, да? Если ты людей задариваешь подарками без конца, что-то даришь, без конца помогаешь людям, то у тебя опять какое-то отклонение, у тебя там что-то там психологическое, что-то там, я не знаю, что там. И если ты там громко смеешься, это тоже с чем-то связано, с какой-то травмой. У них везде травма, да, это, блин. Ну вот, у меня психологическая травма, я везде, блин, ненормальный человек, со всех сторон, походу, делаю. Аши купей. Да. Анда несе кіші оңалар? Их 4 взрослых, 3 детей. Дети же любят. Вот коналар инде балалар. От души. Сашалар. Дети же любят такие вещи. Детей, говорит, у них там много как раз таки. Вот, я специально ради своих подписчиков приехала за пиццей, за суши. И сейчас поедем мы в Шмидтово. Мне для вас времени не жалко, Достар. Но когда у меня времени нету, простите, пожалуйста. Не всегда у меня бывает время, то я такие вещи не могу делать. Некоторые вот подписчики приезжают издалека, там типа из Германии, из Америки, говорят, мы приехали, специально в Уфу приехали, заехали, хотим, говорит, с вами встретиться, увидеться, давайте увидимся, начинают уговаривать, звонить. А я не могу, понимаете, у меня нету времени. Если я сейчас уделю время, чтобы встретиться с ними, у меня все наперекосяк, вся моя работа наперекос пойдет.
А если не могу, то не могу приехать. Поэтому не обижайтесь, пожалуйста. А некоторые прямо так сильно обижаются. И такие, Ты поедешь за рулем или будешь работать? Ты же твоя машина. давай я поеду, нет. А, будешь? Давай. Мне плита отказала. Этот, индукционный. Они мне звонят, говорят, не работает, суп сварить не могут. Суп пешіріп Ну, Милюша, 2 дня, вот тебе наш же бульон. Плиту я отвезу его по гарантии. Вот, я сразу поехал быстренько в магазин Мана Про. Купил там плитка тоже индукционная, и она, кстати, хорошо должна работать. Мы такое видели в Ластокуле, когда снимали дом. Классно жарил рыбу вообще. Они все смотрят на твои колеса. Ну, обычные колеса, просто они разноцветные, и все. В обычных там ничего нету, просто их покрасили. 4 разных цвета. Вот поэтому... Но... В смысле, у меня сейчас 4 разных цвета? Да, как клоуна. Один зеленый, один от души кульга была идеально. один фиолетовый, один зеленый какой-то там, капец. Все 4 колеса разного цвета. Надеюсь, они не полуголые. Алмағағат! Алмағағат! Мүмкін нейнерге? Алмағағат! Альберт айтылы, мен екенен кегендер деп мейтен тұқта көрішейін. Саумысыз. Санхырға. Вообще. Хайват. Супер, попер. Өзіңіз не халі? Хайват. Бұларға көстен астарап келдік. Оны. Рахмат инде, рахмат. Альберт айтылы, мен екенен кегендер. Любовь и голуби қарап отыралар. Мейтен тұқта мейтен бұларға көстен сапарып кетейін. Мейтен әлі қайдан кегендер болар. Рахмат. Не, Альберт бізге айты. Сіздің Меккада юқмын енді дейді. Әйе. Меккадан келіп ересіз дейді. Шуға менде. Охотым айтам, міне, сізді көрдім да, охота. Пока дело сушилар ашағыз. Бізге рахат, біз специально бұл домиктен өтек, чтобы қонаққа үйрерге кішілерге. Әйе, қонаққа келеміз, әдірге келеміз. Көстенастар рахаттанып, қонақ болуға, рахаттанып, ашарға. Вообще понравилось, вообще. Ну ладно. Давно вас хотела увидеть. Вообще, парень мне сознаёт, такая классная, вы вообще классная. Ну и что меняетесь? Но все равно классная. Супер. Бұлай табайынымы біз, нормально. Все хорошо. Плитасын іштенімі, неме болған? Ол плитаға қайғырып қал өтті білін. Метем алыстан келгендер ашарға бішір алмайдар енді метем. Yok, не куйдык нені. И нейті сүнді біт енді. Біреуді шәтәлмәдік. Потом мен Альбертқа сразу... Бракованный болғандыр енді әр. До этого-то іштейін бет. Аптырақ немше балай болды екен. Иттештер, ойлап қоймағыз, что я каждому буду так приводить гостинцы. Нет, не каждому. Это просто издалека люди приехали. Думаю, дай-ка это порадую их. Дети, вот давайте, вы же пиццу любите. Идемте. Давайте, садитесь. Мальчики, Специально для вас привезла. Как я тебя давно охота было увидеть. Вот, курыштык. Вот, идем утра. Беренге жареный. Кто любит? Я люблю баранки. Это надо заснять. Что-то неудобно, что дегенде баранки жареный ашау тұрады. Ол өзіне ошарға пішірген ете яратайы. Ашарғалай арталды. По вашему рецепту я люблю котлету. Вот Дейді ұлы қопалы вообще. Альберт, рюмкалар алып келіп болса. Вот, рюмкалар. Единственное, что вы не учли, доктор, рюмки туда не принесли. Біз балына қапламыз, а рюмок нету. Ну, точно. Біз икады ашарғадың деп болдық. Нешеріңді, юғынды? Мен бітіне, қыздар, резекция жуыт қырамыз. Давай, не яптың. Альбертқа яптың береміз. Неме әзгіне. Қойды, өтігізге бөжікәлік біздің жиып. Мы специально приготовили все для вашей домохозяйки. Қыздар айталар, Милош апай, хәлге, давайте күстен разбирать. Мен айтам, керекмей. Мен өзім бұларға күстен разбирать келдім. Қонақ білдім, сейістім, ашадым, еще жареный картошка ашадым. Бұлар еще мен күстен разбирать деді. Yok енді, ғафу етіңіз.
Что, помешали һеҙгә? Нет, инде. Рәхәтләнеп ялый Нет, тегеҙ, нет, йәме? нет, 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 Рәхәтләнеп тороп ялый тегеҙ, ҡыҙым. Спасибо. Үбеп бөттөрҙөләр. Ладно, пока, мальчики. Мгм. Ярай, сығып тормағыҙ, ҡыҙҙар. Һәйбәт итеп ялый торорға. Пока-пока. Пока. Вот, Миякәләр менән дә таныштык. От души. Сәйешеп алдык. Оказывается, мы забыли сюда купить рюмки. И вот придется опять разориться на рюмки теперь. Разориться ты. Это же самое дорогое. Рюмкаларда ярым. Я вообще, потому что спиртное не пьем так. Я же крепкий редко пью. Это Редко, раз, но раз- метко. Раз в полгода. Поэтому я об этом рюмку вообще не подумал.